Добрый вечер. Мы сейчас находимся в республиканской редакции «Адлет». Мы собрались по наболевшей проблеме в области культуры. Позавчера почти этим же составом, в частности, сейчас участвуют деятели культуры, работники культуры. Я сам являюсь юристом Русского драматического театра города Шымкент. И позавчера почти этот же состав участвовал в пресс-конференции, организованной редакцией «Адлет», куда была приглашена руководитель управления культуры Есенова. Однако на приглашение она, так получается, не отреагировала, она не присутствовала, поэтому пресс-конференция прошла без ее участия. На следующий день уже Есеновой было предложено все-таки повторить вот эту пресс-конференцию с ее участием, потому что здесь произошел конфликт между работниками культуры города Шымкент и руководителем. То есть участвуют всего две стороны. С одной стороны руководитель, с другой стороны коллектив организации культуры. Есенова пообещала, что сегодня должна была быть встреча, что она будет, однако и сегодня она на встречу не явилась. Поэтому мы вынуждены были сейчас начать без нее. Вчера в социальных сетях появилось интервью, данное Есеновой, в ответ на ту пресс-конференцию, которая прошла позавчера. Где-то часовой ролик мы изучили, мы все ознакомились, где в своем интервью она полностью отрицала все те доводы, которые мы приводили ранее. Конечно, она красиво говорила, но факты остаются фактами, поскольку я юрист, работаю только с документами. Поэтому в опровержение ее доводов хочу привести следующие факты. В частности, там где-то 5 вопросов стояло, она затронула вопрос аутсорсинга. Дело в том, что в прошлом году был большой шум относительно того, что по ее указанию ряд организаций сократили своих работников и передали на аутсорсинг услуги там, техничек, сторожей и прочее. В своем интервью журналистам она сказала, что она к этому делу не причастна. Это была инициатива руководителей театров, музеев, библиотек. В опровержение я хочу привести письмо ее заместителя Баха Владимира Галей от 10 ноября 2021 года за исходящим номером 37-03-10-2736. В этом письме Бахов указывает: протоколом от 9 марта 2021 года за номером 8 пунктом 1.4 было принято решение в срок до 1 мая 2021 года всем руководителям подведомственных управлению организации провести работу по переводу на аутсорсинг технических работников, в частности сторожей, уборщиков и тому подобное, в соответствии с требованиями законами. Далее Бахов пишет: во исполнение указанного выше приказа руководителя управления Есеновой некоторые государственные предприятия подведомственному управлению сократили своих технических работников и передали на аутсорсинг услуги по охране и уборке территории. То есть этот документ в электронном формате я получил через портал ЕГОВ, это был ответ на мой запрос. Получается, Есенова лукавит. Более того, в прошлом году с участием там известного блогера Айгуль Орнбек также была встреча вот сокращенных работников и работников, которые подлежали сокращению. Это видеозапись просмотрели многие жители, в том числе и я. Там Есенова заявляла о том, что никакого указания с ее стороны о переходе на аутсорсинг, то есть о сокращении работников, она не знает, что она разберется всем и так далее. Получается, Есенова, будучи руководителем, будучи государственным служащим, официально предоставляет информацию ложного характера, то есть они недостоверные. Поэтому вот по этому вопросу, по ее голословным заявлениям, документ есть,
Кроме того, у меня на руках есть протокол под ее председательством, где, скажем, вот такое решение было принято по ее инициативе. Касаемо ее доводов относительно того, что она выиграла 4 процесса. Хочу сразу отметить, что действительно в городе Шымкент проходило 4 процесса судебных. 2 процесса из них инициированы не организациями культуры, а лично мною. То есть это не связано с деятельностью Русского театра или какого, хотя я там являюсь юристом. По этим 2 судебным решениям действительно, то есть я подавал запрос в управление культуры о предоставлении информации. Дело в том, что Конституция Республики Казахстан, в частности статья 33, гласит о том, что граждане Казахстана имеют право принимать участие в управлении делами государства. Соответственно, обращаться с запросами, получать любую информацию, которая не ограничена законом. То есть, где отсутствует гриф «секретно», «тайна» и прочее. Запрашиваемая информация является открытой, поэтому с управлением культуры, то есть было 2 запроса, по обоим запросам был отказ. Соответственно, вот Есенова считает, что она выиграла эти дела. Опять-таки, эта информация мне необходима для того, чтобы разобраться в той ситуации, когда в прошлом году, дело в том, что блогеры наши пытались вывести на чистую воду все махинации, связанные с проведением праздника Наурыз. В прошлом году она заявляла, что такие суммы, тогда заявляла, что затрачено 500 миллионов тенге, она это отрицала, и якобы по результатам проверки, организованной прокуратуры, это факты не подтвердились. Дело в том, что там же в своем выступлении она указала, что на праздник Наурыз всего было затрачено в прошлом году 70 миллионов тенге. То есть она сказала, там же она сообщила, что это можно проверить на портале государственных закупок. Портал государственных закупок является открытым для доступа для любого. То есть я воспользовался этой ситуацией и в результате обнаружил, что то есть здесь я выписал для себя все договора с номерами, с датами, между кем они были заключены, на какую сумму, вид услуг, а также исполнены они или нет, то есть освоены или нет. Всего я насчитал 38 договоров на общую сумму 1 миллиард 524 тысячи 709. 1 миллиард 524 миллионов 709 тысяч 245 тенге. Поскольку вопрос стоял о Наурызе, сразу отмечу, что по празднованию Наурыз было заключено 9 договоров. Они заключены от имени ГКП Шымкентский городской дом культуры, концертная организация, поставщики разные, конечно. Общее количество 9 договоров на общую сумму 616 миллионов 376 тенге. Я проверил не только договор, потому что договор это всего лишь намерение исполнить свои обязательства. Фактом исполнения договорных обязательств является акты выполненных работ. На полную сумму, на озвученную сумму актами оно подтверждается. Там же в портале есть графа исполнено, не исполнено, то есть оплачено, не оплачено. Везде стоит знак исполнен. То есть доводы Есеновой о том, что всего лишь было затрачено 70 миллионов, оно не соответствует действительности. То есть государственный случай опять вводит в заблуждение населения, граждан нашей страны. Касаемо Наурыза я ответил. Теперь, как я уже говорил, по 2 судебных заседания, это касаемо моих запросов. Суд мне отказал действительно, сослался на что? Дело в том, что суд сам говорит, что да, граждане имеют право на доступ к информации, но не имеют права получить ее. Однако, по мнению суда,
такую информацию я могу получить только через суд. То есть в рамках возбужденного гражданского судопроизводства, уголовного или административного. Но получается какой-то казус. Если я не обращусь предварительно в государственный орган за предоставление информации, и он мне не откажет, соответственно, я не могу обратиться в суд, и по нему не будет возбуждено судопроизводство. То есть здесь наши суды, вернее, конкретно я назову фамилии, это Аманкулова и Нышанов, я сейчас не помню, сейчас Нышанов, кажется. Это Нышанов, судья специализированного межрайонного суда по админправонарушению города Шымкент, а Аманкулова это судья Шымкентского городского суда. Получается, это просто, скажем, интерпретация нормы закона безграмотная, просто-напросто. Другого у меня слова нету. Если Есенова хвастается таким решением суда, я считаю, это позор для суда, а не для нас. И я не считаю, что дело проиграно, потому что с юридической точки зрения все было сделано правильно. Напомню, что Есенов говорил о 4 судебных процессах. 3-й судебный процесс, это касается, он рассматривался в административном суде города Шымкент под председательством судьи Капарбековой. Мы оспаривали приказ Управления культуры о сокращении штатных единиц Русского драматического театра. Опять-таки безграмотная судья свое решение обосновала следующим. Она сослалась на устав Управления культуры города Шымкент и указала, что руководитель Управления культуры имеет право вносить представление акиму города предложение о ликвидации и реорганизации предприятия. Напомню, предметом спора было именно сокращение штатных единиц. Слово ликвидация и реорганизация, можно сказать, это юридические термины. Если простому обывателю эти слова ничего не говорят, юрист, тем более судья, должен сразу понимать, под ликвидацией принимается ликвидация юридического лица, то есть прекращение его деятельности. Оно не является синонимом слова сокращение штатов, потому что сокращение штатов, оно касается людей, штатных единиц. Также не является синонимом к сокращению и слова реорганизация. Под реорганизацией мы понимаем, то есть это 47-я статья Гражданского кодекса, понимаем слияние, разделение юридического лица. Поскольку судья принял такое решение, иного заключения, как безграмотность судьи, я это назвать не могу. Дело в том, что к этому судебному процессу привлекалось Министерство культуры. Министерство культуры дало заключение о том, что штатное расписание вправе, то есть вопросы изменения штатного расписания вправе принимать лично руководитель предприятия. И в уставе Русского драматического театра было прописано, оно утверждено акиматом города Шымкент, о том, что вопросы, связанные со штатным расписанием, предприятие решает самостоятельно. Поэтому здесь, естественно, этот проигрыш я тоже не засчитываю как за какие-то выдающиеся заслуги. Дело в том, что даже в самом начале процесса судья заявила о том, вернее, сторона ответчика, представитель, юрист заявила о том, что данный спор подлежит рассмотрению в другом суде, потому что Русский драматический театр является работником Управления культуры. И она поставила вопрос перед судом передать это дело, то есть вот это дело закрыть в административном суде и передать его в Каратауский районный суд. Я же, то есть судья спросил мое мнение, я сказал, что в статье 1 Трудового кодекса указано о том, что работником является физическое лицо. Я обратил внимание суда на то, что сам факт, что работником может являться физическое лицо, то есть человек, а истцом является юридическое лицо, государственное казенное предприятие, он по статусу не может быть физическим лицом. Судья вместо того, чтобы принять, то есть отклонить это ходатайство другой стороны, оставила этот вопрос открытым. Это свидетельствует о том, что судья не владеет
юридическими познаниями. Впоследствии, конечно, она, наверное, проконсультировалась и оставила это дело у себя. Но, как я уже указал выше, это решение безграмотное. Четвертое дело, да, это касается выговора, объявленного Вербицкому, за то, что Худсовет принял решение изменить репертуар. Дело в том, что один из актеров сломал руку, естественно, он не мог играть роль. А художественный совет, где в состав Игорь Владимирович не входит, принял решение об изменении репертуара. За это объявили выговор. Мы подали иск в Каратовский районный суд в прошлом году в пределах срока. Однако суд назначил дело к слушанию только 10 марта, то есть через 4 месяца. Это же не наша вина. Дело в том, что Трудовой кодекс, если я не ошибаюсь, там 66-я статья говорит о том, что срок дисциплинарного взыскания не может превышать 6 месяцев. На дату по состоянию на 9 марта срок 6-месячный истек, приказ уже автоматически утратил силу. Посчитав, что уже дальнейшее судебное разбирательство нецелесообразно, потому что уже предмет спора он сам по себе исчерпан, я подал заявление о возврате заявления и оставлении без рассмотрения. Есенова данное обстоятельство расценивает как победу ее в отношении русского театра. Теперь Есенова официально заявляет о том, что никакого отношения к финансированию праздничных мероприятий или на капитальный ремонт здания она не имеет. Потому что она говорит, пожалуйста, обращайтесь на портал государственных закупок. Естественно, мы там обнаружим договора заключенные. Они за подписью директоров библиотек, музеев, театров. Естественно, акты выполненных работ тоже подписаны данными лицами. То есть Есенова хочет сказать, поскольку там моей руки нету, подписи нету, я здесь ни при чем. Смысл такой. Давайте тогда обратимся к закону. 31 статья Бюджетного кодекса гласит, администратором бюджетных программ является государственный орган. Что такое государственный орган? Он имеет аббревиатуру госучреждения. То есть в нашем случае государственным органом является управление культурой. За каждой, 32 статья того же кодекса гласит, за каждой бюджетной программой закрепляется руководитель бюджетной программы, должностное лицо администратора программы. Руководитель бюджетной программы несет ответственность в соответствии с законами за некачественное планирование и недостижение показателей результатов бюджетной программы. 67-я статья Бюджетного кодекса гласит о том, что администратор обеспечивает полноту и достоверность информации, содержащихся в бюджетной заявке. Вот теперь наши директора, они всего лишь исполнители, они являются потребителями бюджетных средств, но бюджетная заявка подается администратором, она подается в маслихат через два органа: управление экономики города Шымкент и управление финансов города Шымкент, для того, чтобы получить заключение. То есть они должны со своей стороны дать заключение возможно, невозможно. Если они получают положительное заключение, бюджетная заявка вместе с приложенными к нему документами, обоснованием, пояснительной запиской передается в маслихат. Эта бюджетная заявка подписывается не директорами театров, она подписывается руководителем управления. То есть она защищает, обосновывает необходимость затрат. Получается, она в маслихате заявила о том, что для празднования в городе Шымкент необходимо затратить 1,5 миллиарда тенге. То есть существует правило составления и представления бюджетной заявки. Она утверждена приказом министра финансов РК от 24 ноября 2014 года за номером 511. Ее зачитывать смысла нету, но коротко скажу о том, что Есенова должна была позаботиться о том, чтобы бюджетная заявка была оформлена в соответствии с требованиями этих правил. То есть она должна туда внести достоверную информацию. Теперь, мы все знаем, что в период пандемии постановлением главврача были
и республики, и на местах, то есть в городе, были наложены ограничения на проведение всех праздничных мероприятий, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. То есть людям запрещалось выходить, собираться на улицах. В принципе, добросовестные граждане Казахстана так и делали. Получается, для чего празднование? Неужели Есенова не понимала, что запреты распространяются и для нее, а не только для граждан? Неужели Маслихат, неужели Управление экономики и финансов это не понимал? Неужели депутаты это не понимали? Мы говорим о том, что финансирование праздничных мероприятий, пока мы находимся в красной зоне, недопустимо. Чимкент только вышел в зеленую зону, поэтому до этого момента это все было под запретом. В своем выступлении Есенова также указала, что в сравнении с 2020 годом и в сравнении с 2021 годом, когда она пришла руководителем управления, увеличение сумм основано на том, что цены поднялись и прочее. То есть она говорит о том, что не надо сравнивать два года. И приводит доводы о том, что в 2021 году было потрачено всего лишь там около 100 миллионов, в прошлом году там еще меньше. Да? Но я привел цифры. Эти цифры мною взяты также из решения Маслихата города Шымкента от 27 июля 2018 года за номером 35/208-6С. Он утвержден, этим решением утвержден бюджет города Шымкент на 2018-2020 годы. Если с периода с 2018 по 2020 годы ежегодно финансирование составляло в среднем 3,5 миллиарда, то в 2021 году финансирование составило 37 миллиардов 350 миллионов 500 тысяч тенге. Это вопрос вообще к правоохранительным органам. Для чего, зачем и почему? Почему ранее, до пандемии, город наш справлялся с суммой в 3,5 миллиарда, а сейчас, в период пандемии, необходимо 37 миллиардов? Вопрос. Это не голословное заявление. Есенова на это ответить не сможет. Я подавал письменную запрос о предоставлении информации о расшифровке. Ответ я не получил. Теперь есть суммы, которые затрачены на модернизацию, то есть на капитальный ремонт. Все здания, которые были модернизированы, они новые. Капитальный ремонт допускается только после истечения 20 лет, то есть нормативный срок эксплуатации 20 лет. Об этом это не голословное заявление, строительные нормы РК 1.04-26-2011. Эти нормы утверждены и введены в действие приказом агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 января 2012 года за номером 4. Почему в данный момент тоже не учтен, и почему Есенова подает заявку на капитальный ремонт зданий, которые капитальный ремонт недопустим. На капитальный ремонт было затрачено 1 миллиард 377 миллионов 431 тысяч 232 тенге. Теперь вот эта вся тягомотина, она длится с прошлого года. Недовольство, оно на ровной почве не возникает, без дыма огня не бывает. Результатом всего этого явилось возбуждение уголовного дела. Дело в том, что 4 февраля 2022 года сотрудниками Департамента агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы был задержан начальник отдела Управления культуры, развития языков, архив города Шымкент Нуржанов Берег. Все мы знаем, что Нуржанов Берег это ее ставленник, то есть он пришел в команду вместе с ней. Он является, в принципе, ее помощником. Он, находясь в городе Шымкенте, накануне день рождения Есеновой, то есть ее день рождения 5 февраля, 4 февраля выезжает на служебной машине, которая закреплена за заместителем руководителя Баховым, выезжает на этой служебной машине в город Алматы.
Мы все знаем, что государственное имущество нельзя использовать во внеслужебных целях, тем более в преступных целях. Вот сотрудниками антикора данный гражданин был задержан при получении взятки и водворен в изолятор временного содержания. Там он, конечно, пробовал недолго, около месяца, был отпущен под подпиской о невыезде. Но интересен факт, возникает вопрос, а при чем тут Есенова? Ну, во-первых, Есенова руководитель. Не знать, куда уехала автомашина, она не может, просто-напросто в силу своих должностных полномочий. Кроме того, 7 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после того, как был задержан Берег, сотрудниками антикора города Алматы выносится постановление о производстве обыска. Естественно, данное постановление, согласно требованию УПК, санкционируется Следственным судом. Естественно, поскольку они обыск провели, значит, следует полагать, что данное постановление Следственный суд санкционировал. И это постановление касается об обыске именно дома Есеновой. Возникает вопрос, почему Есенова, как она замешана в этом и так далее. Итак, 11 февраля 2022 года сотрудниками следственно-оперативной группы Департамента агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы был произведен обыск. Хочу акцентировать на том, что была создана следственно-оперативная группа. Такая группа создается в исключительных случаях, то есть если это дела резонансного характера или это крупные дела, ну, возможно, крупные взятки и так далее. Теперь обыск был произведен где? В доме, который принадлежит руководителю управления культуры, развития языков и архива города Шымкент Есеновой Х. по адресу город Алматы, улица Керей-Жальме, Хандара, дом 10. По результатам этого обыска было изъято 94 документы на 94 листа. Из протокола усматривается на вопрос следователя, чьи это документы, она сказала, мои служебные. То есть это служебные документы, но у нас существует правило документирования управления документацией, используя систему электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях. Этот документ, то есть правило, утверждено постановлением правительства РК от 31 октября 2018 года за номером 703. В пункте 188 говорится о том, что документы должны до передачи, сдачи в архив организации в течение года должны храниться по месту их формирования, то есть в здании управления культуры. 189 пункт тех же правил гласит о том, что сохранность документа обеспечивается путем хранения в шкафах и сейфах, в рабочих кабинетах или специально отведенных для этой цели помещениях. Есенова хранит эти документы у себя дома. Что за документ? Почему эти документы хранятся там? Эти документы были изъяты, поскольку следователь посчитал, что они необходимы для следствия. Здесь можно делать заключение, что в любом случае Есенова каким-то образом причастна. В этом обыске участвовало 3 адвоката, нанятыми ей. То есть это говорит о серьезности того, что, возможно, в отношении нее было предъявлено обвинение. Как мне известно, Нуржанов Берег получил взятку от одной из организаций, которая оказывала услуги одному из музеев или библиотек по модернизации. То есть сейчас в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении директоров там библиотек, да? Возникает вопрос. Взятки получает работник управления культуры, а возбуждено уголовное дело в отношении директоров. А Берег Нуржанов не является работником библиотеки. Какой смысл ему ездить? Он не будет выполнять указания директора театра. Естественно, он под власть подчиняется только своему руководству. Поэтому это очень важный момент. И когда Есенова говорит, что она, все ее действия продиктованы требованиями закона, и они в рамках закона, вот эти факты свидетельствуют об обратном. Поэтому вот эти все доводы, которые она привела, я опровергаю документально. В настоящее время мною официально подано заявление. Антикором города Шымкент сейчас по этому делу производятся оперативно-следственные мероприятия.
Естественно, там у нее свои сроки, скажем. Я ставил вопрос о возбуждении уголовного дела не в отношении директоров театров, библиотек и прочих, которых я не считаю виновными, а в отношении руководства управления культуры, которые подавали заявки, преступные заявки. То есть в период пандемии, еще раз говорю, мы же, когда проходят поминки людей, все-таки случались смерти. Почему мы должны праздновать? И я даже знаю случаи, когда в Астане там, в Новый год просто салютовали, там, да, столько было возмущений. А здесь миллиардные праздники, можно сказать, это той. Поэтому, скажем, а какие суммы там? Конечно, если, скажем, в портале покопаться, договора раздроблены, то есть услуги, скажем, цель проведения мероприятия одна, а может быть умышленно раздробили на 38 договоров. Для чего это делается? Это вопросы к следствию. Поэтому я от лица всего коллектива культуры заявляю о том, что все сведения, пояснения данной темы являются ложными, лукавыми, неправдивыми. У нас имеются все документы, любой может ознакомиться, можем предоставить, они в открытом доступе. Поэтому давайте так, обращаться только фактом документов. Это будет серьезно, потому что красиво говорить мы тоже умеем, хотя не являемся работниками культуры. Здесь присутствует очень много людей, конечно, у них свои эмоции и так далее, но общее хочу в завершении сказать, что Есенова занимает место, которое ей по праву не принадлежит. Она должна быть уволена однозначно и бесповоротно. Почему до сих пор власти города об этом умалчивают? Она, чтобы открыть финансирование для организации культуры, есть аудио-видео записи с ее выступлениями. Она же заявляет о том, что есть доказательства. У нас есть тоже доказательства, где она нагнетает, заставляет руководителей подавать заявки на финансирование. Чтобы это финансирование прошло в маслихате, она заставляла всех руководителей свои планы развития предприятия вносить изменения об увеличении плана доходности. Кому 60 миллионов, то есть он должен обеспечить поступление доходов 60 миллионов, 90 миллионов, суммы разные, но они, сразу говорю, незаконны. Слово KPI применительно плану развития территории, он не применяется. Слово KPI это английское слово, фактически нам нужно обратиться к закону о государственном имуществе. Этот закон уже расписал, кто должен приносить доходы, кто не должен. Этот закон, 140-я статья, гласит о том, что деятельность предприятия должна основываться на плане развития предприятия. План развития предприятия должен основываться на плане развития территории города. План развития территории города должен основываться на плане развития территории Республики Казахстан. Сейчас, то есть, естественно, указом президента план такой утвержден, установлены, там слово KPI не присутствует, там есть ключевые показатели, такое понятие. Ключевым показателем является как раз таки получение доходов, но оно касается только организации в области осуществляющей деятельность в сфере строительства, в сфере газодобывания и прочее. Это все промышленные предприятия. Объекты культуры, субъекты культуры, там, здравоохранение и прочее, они туда не включены. Потому что функцией таких предприятий является не зарабатывание денег, то есть основной целью является не получение прибыли, основной целью является несение социальных благ для населения. Поэтому планы для них не установлены. Планы Есеновой придуманы для того, чтобы в маслихате доказать, что выделенные из бюджета деньги в конце года возвратятся в виде полученных доходов. Поэтому, если Есенова заявляет о том, что KPI, то есть она красиво расписала, что это такое KPI, возможно, она использовала литературу там
из интернета, скажем, иностранная литература, если она говорит, пусть основывается на законах Казахстана. Тогда мы это примем. Этого она сделать не может, потому что я провел анализ, этого нету и нет. Поэтому мы просим освободить ее от должности. Кстати, план, если в прошлом году, она опять-таки говорит, что план это инициатива работников предприятия. На самом деле у меня на руках есть протокол, подписанный Есеновой, о том, что она установила для всех руководителей предприятий получение дохода на уровне, то есть на величину 30%. Протокол подписанный ею, копия у нее имеется. После того, как мы письма стали возражать, обоснованно приводить доводы, она от русского театра отстала, но других она нагнетала. В этом году она сделала по-умному, подставила заместителя акима города Мухан. За подписью данного человека она утвердила план, так называемый KPI, вот с этой величиной 30%. Русскому театру было установлено 69%, да? Но 69 миллионов. 69 миллионов, да, извиняюсь. Вот этими документами мы говорим о том, что это не инициатива руководителей предприятий, это инициатива Есеновой и Мухан. Поскольку Мухан подписал, этот документ у нас всем разослан для исполнения, это официальный документ, значит, и Мухан должен нести ответственность за то, что не знает законы, за то, что толкает людей на совершение правонарушений. Поэтому заместитель акима Мухан тоже должен подать в отставку. Поэтому это вот общие требования, я думаю, скажем так, коллеги, я могу их назвать коллегами, потому что я тоже в Русском театре работаю, хоть юрист, поэтому я прошу, кто там хочет добавить. Нет?